В Якутске в самом разгаре дорожный сезон. Подрядчики тщательно следят за сроками. Ведь в планах на этот год привести в порядок почти 24 километра дорог. Причем половина ремонтируемых объектов приходится на пригородные зоны. За ходом работ в селах Тулагина и Канагаласы наблюдал мой коллега Евгений Заборовский. Уже с утра на всю округу разносится гул тяжелой техники. В этом году в селе Тулагина масштабный ремонт дорожных сетей. В порядок приведут сразу 3 улицы. Это более 2,5 километров. Ремонт на улице Уваровская, как и солнце, в самом разгаре. Сегодня здесь работают дорожники и спецтехника. Подрядчик готовит объект к асфальтированию. Несмотря на жару, которая только усложняет задачу, бригады ремонтников намерены завершить все работы в установленные сроки. Демонтаж старых объектов инфраструктуры уже выполнен. Сейчас ведется обустройство основания. Но сегодня прохладно еще. Это пару дней назад было, так, чтобы невыносимо было. А сегодня еще ветерок, все такое. Раньше этот участок был грунтовым. Со временем поверхность пришла в негодность. Сказывались погодные условия и применение тяжелой сельской техники. Глубокие ямы и провалы всерьез усложняют жизнь не только автовладельцам, но и простым пешеходам. Каждый весной, осенью она разбивается. Поэтому надо делать хорошую дорогу, асфальтированную. После реконструкции дорога станет не только комфортнее, но и безопаснее, уверяет подрядчик. Переустройство водопропускных труб позволит снизить вероятность деформации грунта, а значит, покрытие прослужит дольше. То же самое касается и других объектов дорожного благоустройства. Все согласно проекту. Там, где есть остановки, делаем остановки, где лежащие полицейские, делаем лежащие полицейские, разворотные площадки, знаки, обустройство, естественно, все так. Работы идут по графику, отставания у нас нету, даже немножко с опережением местами. А здесь этап обустройства основания уже завершен. В селе Канагаласы, к слову, тоже 3 больших объекта. Все подготовительные и демонтажные работы уже позади. Впереди только асфальтирование, обустройство дорожных знаков и нанесение разметки. Мы берем существующую дорогу, срезаем верхний слой покрытия, добавляем связующие вещества. Таким методом у нас получается крепкое основание, на которое уже можно укладывать мелкозернистый асфальтобетон. По такому же принципу ведутся работы и на других объектах, например, в селах Маган и Хатасы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируется отремонтировать более 11 километров дорожной сети в пригородной зоне. Евгений Заборовский, Иларион Федоров. Вести. Якутск.